Дорогие гости, уважаемые друзья, рады вас приветствовать здесь, у нас в Абхазии. Позвольте от имени руководства Абхазии, от народа Абхазии поприветствовать в том числе и всех участников первого форума, который происходит сегодня в столице нашей Родины, в городе Сухум. Отрадно, что форум, символизирующий духовную близость, духовное братство, проходит в Абхазии. На протяжении веков Абхазия всегда славилась своей толерантностью, своим межкультурным диалогом. И проведение этого форума – наглядный пример тому, что наша земля всегда радушно принимает и способствует развитию межкультурного, межконфессионального диалога. Мусульмане Абхазии вносят свой вклад в развитие нашей страны. Это неотъемлемая часть нашего общества. И мы рады, что есть такая возможность с представителями наших братских народов. Есть диалог, выстраиваются взаимоотношения. Я бы хотел отметить особую близость между народами, проживающими на Северном Кавказе, и нашим народом. И сегодняшняя встреча еще раз тому подтверждение, что у нас одно общее историческое прошлое, духовное развитие. И, конечно же, мы всегда будем вместе в рамках наших братских взаимоотношений. Я рад видеть, как развивается республика, как восстанавливает и даже улучшает то былое величие, которое было в советские времена. В период до 22 года, когда еще мы с Европой были в несколько иных отношениях, я подружился с герцогом Ольденбургским Константином. Он от меня услышал о том, как один из его предков внес огромный вклад в развитие Абхазии, России. Очень хотел приехать, и я уверен, что наступят времена, когда опять все эти связи восстановятся. Мы с моим заместителем Алмазом Равилевичем здесь присутствуем не только как представители фонда, вот я как председатель Совета фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, но и как начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями. Мы будем всячески содействовать развитию связей между мусульманами и Кавказа, и мусульманами Абхазии. Уважаемый Бадрас Зурабович, поблагодарить вас за то, что нашли время принять нашу делегацию. Для нас это очень важно, мы высоко ценим, как было сказано Евгением Владимировичем, ту работу, то внимание, которое вы оказываете, в частности, духовному управлению мусульман и в целом вопросу религиозного положения в Абхазии. Форум называется «Наследие во имя будущего братских народов России и Абхазии. Ислам, единство и преемственность в контексте исторических и современных испытаний». Тема, конечно, форума, она тяжелая, так скажу. Хотелось бы, конечно, начать первые наши контакты, форум, с тем более мягких, спокойных, но ситуация в мире, политическая ситуация общая в мире, вокруг России, вокруг Абхазии, она фактически не дает шансов избежать таких тем. Поэтому сегодня в рамках форума мы будем проводить пленарные чтения, где будут выступать как религиозные деятели, так и общественные деятели, люди науки, культуры, образования. И все будем, наши выступления будут посвящены теме форума. Мы люди, которые возглавляем те или иные структуры, организации, но самое главное, помимо официальных встреч, чтобы на уровне граждан Республики Абхазия, Российской Федерации были контакты, были здоровые отношения, и все то хорошее, которое объединяло нас в прошлом, чтобы мы это переняли от наших старших, не потеряли, прибавили к этому хорошему и передали следующим поколениям молодежи. Справедливо отметили, что в современном мире попытка оказать давление, воздействие через культурное, духовное, религиозное направление на раскачку ситуации. Мы, откровенно говоря, все это видим, наблюдаем, но уверен в том, что настолько мы
едины, настолько духовность народов наших стран высока, эти попытки будут разбиты. Сегодня, можно сказать, уникальная, огромная страна, Российская Федерация, где сосредоточено большое количество национальных культур, религий. И все это делает Россию только сильнее. Я бы хотел отметить, что Абхазия сильна своими внутринациональными, религиозными, культурными, межэтническими, традиционно добрыми взаимоотношениями между людьми, которые населяют нашу страну. Это то, что нас делает сильнее, то, что делает нас увереннее, сплоченнее во имя самого главного – сохранения мира и стабильности в нашем обществе. В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Отечественной войне. Наши предки, находясь в одних окопах, идя в атаку вместе, никогда, наверняка не спрашивали какой-то религии, какой-то конфессии, каких взглядов. Это общее дело было. Также было и в 92-м, 93-х годах, когда к нам пришли наши братья и осетины, которые являются представителями христианской культуры, кабардинцы, чеченцы, представители мусульманской культуры, религиозной, так скажем. Казачество. Здесь никогда не было разделения по религиям. И каждый человек умел уважать своего ближнего. Вот то, чем надо дорожить, вот то, что надо сохранять. Мы нацелены на то, чтобы именно такого рода взаимоотношения сохранялись в нашем обществе.